Здравствуйте, Бурлун! Национальная библиотека Республики Коми представляет вашему вниманию проект «В объективе финно-угры», в котором мы знакомимся с представителями финно-угорских народов. Что нас объединяет, какие книги нас вдохновляют, какие места в родном регионе стоит посетить. Участникам в формате видеоинтервью будут заданы одинаковые вопросы, и мы надеемся получить на эти вопросы разнообразные, интересные ответы. И первым гостем нашего проекта станет Галина Васильевна Бутырева, писатель, журналист, общественный деятель, меценат, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Галина Васильевна Бурлун. Здравствуйте. Бурлун. Такой первый вопрос. На ваш взгляд, достаточно ли внимания уделяется в наше время в нашем регионе языковой политике? Судя по тому, что происходит на страницах прессы, радио, телевидения, наверное, недостаточно. Я даже могу привести совершенно новый пример. Буквально недавно, на днях, мы были в гимназии искусств при главе республики имени Юрия Алексеевича Спиридонова, и разговор шел о том, что среди поступающих, к сожалению, все меньше и меньше детей, которые хорошо знают родной материнский язык. Значит, проблема существует в школе, и вывод напрашивается только такой единственный, что надо больше обращать на это внимание, и общественности прежде всего, наверное. Я знаю, что и исполком Коми-Войтер, и просто патриоты своего края очень много делают для того, чтобы исправить ситуацию, но тем не менее проблема остается. Я не знаю, к чему это может привести, потому что в последнее время все-таки коми-язык преподается как государственный язык и как родной язык. Такое разделение, на мой взгляд, такой, я считаю, это неправильное. Надо преподавать коми-язык только как родной язык. Для человека, для кого это родной язык. Если это будет изучать человека, для которого коми-язык не родной, естественно, он будет изучать как государственный язык. А сегодня какая-то такая немножко белиберда такая получается, что иногда не поймешь, что же происходит на самом деле. Ситуация такая, что статистика одна дается, что очень много изучающих коми-язык, а знающих, оказывается, мало. И вот кому верить, и как разобраться в этом вопросе? Просто надо, как говорится, все время, по-моему, постоянно держать в поле зрения эту проблему. Она есть, к сожалению, она существует. Какая книга или произведение произвела на вас либо в детском возрасте, либо уже во взрослые годы наиболее сильное впечатление? Можете такое выделить? У меня очень много таких книг, и я, когда встречаюсь с читателями, всегда говорю, что я до 7 класса, наверное, читала сказки. Наверное, они впечатление на меня произвели. И даже у меня такое желание есть вернуться и посмотреть, а что же мне там так понравилось, почему. И я помню, что мне почему-то очень нравятся китайские сказки народные. Не только русские народные, не только комик-сказки, а почему-то китайские. Видимо, в китайских сказках очень, может быть, ярко каким-то образом отображается культура этого народа, далекого от нас народа, загадочного, может быть, немножко народа, но очень интересного. Но если мы как-то будем держаться нашей темы, финно-угорской темы, то я бы здесь назвала книгу поэта, он поэт, но он писал и, наверное, сейчас пишет, слава богу, он жив-здоров. Это Арво Валтан, эстонский писатель. У него есть такая книга, замечательная книга о Чингисхане. Казалось бы, Эстония и Чингисхан, тема довольно, так сказать, для них, может быть, это далекая какая-то, да. Но это мировая тема, завоевания тех пространств, которые тогда происходили. И как написана эта книга? Я ведь читала уже в переводе, и перевод был очень удачный. Это художественное произведение? Это художественное произведение. Я точное название, к сожалению, сейчас не скажу, потому что эта книга у меня благополучно куда-то исчезла. Она у меня была своя, собственная, но ее нету.
Мне кажется, что если в вашей библиотеке такая книга есть, ее надо пропагандировать сегодня, потому что она будет интересна и современному читателю тоже. Написано очень хорошим языком, очень интересно, очень хорошо закручен сюжет и очень такой, я бы сказала, ну, может быть, можно так сказать, эстонский взгляд на мировую историю. Это тоже интересно. Да. В общем, возьмем на заметку и в копилку. Да. С кем из представителей финно-угорских народов вы были бы рады встретиться или радостно встречаетесь? Ну вот последней такой встречи я могу вспомнить приезд в нашу республику заместителя министра культуры Марийской республики Галины Ширяевой. Мы познакомились, ну, можно так сказать, на самой заре, когда только начиналось финно-угорское движение в России, широкое финно-угорское движение, общественное движение такое. И вот с тех пор у нас сохранились очень хорошие, очень добрые, очень хорошие отношения, и я бы с удовольствием еще раз с ней встретилась. Но, к сожалению, я не помню, кроме этого случая, чтобы последние 10 лет были какие-то встречи. Хотя тогда, когда вот я была консультантом в Финно-Угорском культурном фонде, а фонд как раз находился в Марийской республике, почему я с марийцами была очень хорошо знакома, и Николай Гаврилов, он был основателем этого фонда, и Галина Ширяева тогда, сегодня уже такая, в общем-то, очень известная фигура в Марийской республике. Вот. И из всех республик кто-то кого-то представлял. Скажем, Вепсов представлял Анатолий Бакунин, Мордву представлял художник Алешкин Андрей. Мы о нем даже писали в журнале «Арт». Он очень хороший, очень интересный художник, очень много работает как раз вот в том смысле, чтобы то, что сегодня делают наши этнофутуристы, но это достаточно отдаленно, скажем, совсем далеко уже, но он поближе, скажем, ищет какие-то контакты, связи с другими финно-угорскими народами. Они поближе с финнами, какие-то у них контакты. Он много выставок и там устраивал. Поэтому я бы с удовольствием сегодня побывала на выставке Андрея Алешкина, допустим. С удовольствием встретилась бы с Анатолием Бакуниным. С эстонскими ребятами с удовольствием бы встретилась. Но кроме вот тех, которые там работали по финно-угорскому движению, у меня в Эстонии всегда были еще друзья и по телевидению, потому что я до этого работала на телевидении, и по телевидению у меня остались, слава богу, и есть, они живут в Эстонии, и мы с ними встречаемся. Здорово. Снова Галина Васильевна нам имена в копилку добавила, которые мы будем изучать. На какое мероприятие из жизни нашего региона туристам и гостям, на ваш взгляд, стоит обратить внимание? Куда пригласить? В нашей республике, да, в нашу республику. Ну, я могу только сказать о тех мероприятиях, на которых мне самой удалось побывать. 2 раза я была на Усть-Илимской горке. Но это и не имеет, допустим, отношения к финно-угорской тематике, но это тоже очень редкое такое мероприятие, которое нигде в России никто никогда не увидит, потому что только в Усть-Илиме сохранилась вот эта культура новгородцев еще с тех лет. А из финно-угорских таких вот наших коми мероприятий я бы с удовольствием сама бы съездила, если бы мои вот эти гости, о которых я говорила только что, приехали однажды, я бы их с удовольствием свозила на Ижемский лунд. Очень понравилось, я была, к сожалению, только 1 раз, но будет возможность с удовольствием съезжу еще раз. Появились уже новые какие-то праздники, это такие традиционные, известные, уже и в России даже известные это праздники, о которых я вот только что упоминала. А совсем новые праздники появились, вот, допустим, Олимпиада в Большелуге. И подобно Олимпиаде появился такой же праздник этнокультурный, этноспортивный, так они это называют, у моих земляков на моей малой родине в селе Йортома Кучьес. Круги называется. Каждый год, уже в течение 5 лет, я езжу туда в феврале месяце, и всегда со мной едет кто-нибудь из моих друзей. Или из Сыктывкара, или вот приезжали даже из Эстонии.
И, нет, и даже, можно так сказать, приезжали даже из Японии. Значит, на Кычьяс обратим внимание, все едем на Кычьяс в феврале, Да, планируем. на Кычьяс вы не пожалеете, если побываете. Галина Васильевна, а где вы берете вдохновение или силы, если вдруг настроение на нуле или близко к нулю? Ну, обычно я все-таки хожу к реке. Так получилось, что я выросла в реке, люблю реки наши, очень много путешествую по рекам. И я чувствую, насколько я напитываюсь какой-то энергией, какой-то новой силой, если я посижу просто с удочкой в реке, или похожу по реке, или проплыву несколько километров. А проплыли мы, кстати, очень много километров и очень много рек по нашей республике. Вот. А в последнее время я ловлю себя на том, что когда есть выбор пойти на речку ловить рыбу, или пойти в Белый Бор за белыми грибами, я выбираю Белый Бор. Уже так. Энергия нашей пары, да? Парно, конечно, это... И что еще, какое открытие для себя сделала. Когда мы были на Байкале, нас повели в священный бор, священную рощу. Я когда туда пришла, Ольхон, остров Ольхон, это он песчаный такой остров, он такой немножко пустой, там ничего особенно не растет. И вдруг мы оказались в лесу, и я поняла, что я так уже соскучилась по лесу, и что я, оказывается, лесной человек, даже не речной человек, а, оказывается, лесной. Можете ли вы в заключении нашего такого разговора, обязательных вопросов, назвать 3 книги наших авторов коми, ну или краеведческой, обязательных прочтения или достойных того, чтобы их прочитать, познакомиться? Вот я 2 сразу уже так, пока вы вопросы еще задавали, я 2 сразу про себя уже сказала, а вот 3 сейчас я задумалась. Но вот скажу об этих 2. Это прежде всего, конечно, книга Геннадия Юшкова, одного из моих любимых поэтов, потому что он сначала был все-таки прежде всего для меня поэт, вот, но замечательный прозаик, и у него замечательный роман «Бива». «Бива». Вот, я думаю, что молодым и всем людям, которые каким-то образом интересуются, откуда мы, кто мы, какие мы в конечном счете, чтобы прочитали эту книгу. 2 книгу я бы порекомендовала тоже всем поколениям, молодым, которые не такие уже молодые. Это Ивана Торопова «Ну, залетные». Кто не знает коми язык, может прочитать на русском языке. Очень хороший перевод карельского, кстати, карельского русского писателя Панкратова, Станислава Панкратова. Потрясающий, хороший перевод, хороший русский язык, очень легко читается. И на коми языке, естественно, тоже очень я люблю Ивана Торопова читать. Кстати, он тоже сначала был поэтом, а потом уже вот к концу жизни он возвратился к поэзии, писал, да, писал и приходил со своими стихами в журнал, хотел их печатать, но, к сожалению, он уже очень болел тогда. И, видимо, у него были какие-то мысли, может быть, издать даже сборник, но, видимо, этого не получилось. Вот эти 2 книги я сразу назвала. Ну и еще вот такую книгу я бы посоветовала, она уже так, чтобы действительно для людей, которые глубоко интересуются традициями, обрядами, историей, языком, культурой коми народа. Это знаменитая такая книга «Магия колдовства» Алексея Сидорова, да. Вот. Ну вот такие, может быть, 3 книги. А вообще можно назвать книг очень много, потому что есть очень много замечательных поэтических книг. Вот мы с вами разговаривали, и вы упоминали Виктора Кушманова. Потрясающий поэт, потому что в России очень много хороших поэтов, а его ведь знает, ну, может быть, северо-западный регион, более или менее. А Россия так велика, что она даже и не знает своих очень больших, хороших поэтов, каким являлся, ну и он является, потому что поэт, человек уходит из жизни, но поэзия остается, и
И нельзя сказать, что поэта не стало, поэт остается. Виктор Кушманов с нами, всегда его поэзия с нами. И вопрос от читателя. Нам прислали вопросы, и мы вот решили выбрать такой. Он нам показался весьма интересным. Говорят, что рыбачке Галине Бутыревой семга попадалась лишь один раз. Удалось ли повторить успех той рыбалки? Ну, к сожалению, не удалось, вот честно признаюсь, хотя попытки были и на той же самой реке, и на то же самое место я еще не попала. И поэтому у меня остается какая-то надежда вот попасть на то же самое место, где это происходило, и попробовать поймать на том же самом месте. А вдруг получится? Этого мы вам и пожелаем, как и всем нашим читателям, хорошего настроения и удачного клёва. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами.